прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Федеральная практика. Суть мероприятия – это рассказать о сегодняшние новые ключевые направления развития промышленной политики. Развитие промышленности Чеченской Республики обсудили в Министерстве промышленности и энергетики региона. Все подробности в нашем эфире. Поощряя знания. Я думаю, что повысится активность в изучении чеченского языка. Для школьников, которые имеют пятерку, проезд в общественном транспорте субъекта бесплатный. Обновление городских артерий. Ожидаемый результат 35-40% энергосбережения продукции. В Грозном модернизируют систему водоснабжения. Сколько человек занято в работе? Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал случай, произошедший в Брянской области. В субъекте был совершен теракт, и диверсанты открыли огонь по гражданским лицам. А глава региона отметил, что не видит разницы между укронацистами и бандитами, действовавшими в свое время в Чеченской Республике. Он призвал разобраться со всеми участниками вылазки самым суровым образом. Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины. В Гудеремесе увековечили память погибших при исполнении служебного долга сотрудников ОМОН Ахмат-1. 3 мемориальные доски, посвященные Магомеду Дагаеву, Аслану Шахтиеву и Сулейману Халаеву, появились в средних общеобразовательных школах номер 3, 4 и 8, которые окончили росгвардейцы. Работы были проведены по инициативе начальника управления Росгвардии по региону Шарипа Делимханова. Собравшиеся сказали много добрых слов в адрес погибших, выразили соболезнования родным и близким, а также отметили важность проводимых мероприятий в деле патриотического воспитания молодежи. شدگن آوجن بلاحة شدگن لا خل دلاح وين دوزلا دو إنسان كنتي تسخير شوي يشيات دال لات بويل وين إنسان كنتي دال صوبر لويل سندين نان ديل رزغل وي مخدا وي رمضان أخمات وشينا وي مخنا أمان ونا لرنا سيرتر شكول سيرتر نيقش حديلشن لدرلو ميلشن سير بوه بيسن دوزل خليل يشوش خليل دانان خليل أستع لدرلو ميلشن بوش كمارش كيك خودش مثلا شيء ددك دش سمويش بوش ده رزقل دال عالش بولش. Вопросы развития одного из важнейших секторов экономики обсудили в Министерстве промышленности и энергетики региона. Участники говорили о каждом направлении детально. Мероприятие проводится по программе «Федеральная практика». Обо всем по порядку расскажет моя коллега Мадина Нусалчиева. Федеральная практика. Проект, инициатором которого является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В режиме реального времени он позволяет всесторонне ознакомиться с мерами государственной поддержки и перспективами развития отраслей промышленности. В выездном формате он уже успел пройти во многих городах Северокавказского федерального округа. Очередь дошла и до Чеченской Республики. Для нас это очень знаменательное событие, то, что именно сегодня в Грозном проводится столь значимое мероприятие. И все это благодаря тому созидательному курсу, который проводит глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. В рамках семинаров, круглых столов, ведущие спикеры департаментов и отраслевых подразделений Минпромторга России будут рассказывать об ключевых направлениях развития промышленной политики, а также об федеральных мерах поддержки промышленных предприятий.
И для нас очень сегодня отрадно, что впервые на этом мероприятии участвуют гости из новых территорий, таких как ДНР, ЛНР, Запорожская область и Херсонская область. Проект реализуется Минпромторгом России с 2014 года. Дополнительный выездной формат был разработан позже. Он предполагает проведение двухдневной стажировки на территории федеральных округов. Это возможность получить реальные инструменты по развитию промышленности регионов. Чеченская республика для проведения указанного мероприятия выбрана не случайно. Последние годы Чеченская республика демонстрирует очень стабильную и положительную динамику в вопросах развития промышленного производства. Мы это видим в том числе не только по сухим цифрам, но и по реализации тех проектов, которые сегодня действуют на территории республики. Это созданный индустриальный парк на территории республики Грозненский, в стадии создания агропромышленный парк Юкагро. Это та промышленная инфраструктура, которая позволит сегодня бизнесу более активно развиваться, в том числе с применением инструментов государственной поддержки. Программа включает в себя проведение сессий. Приоритет отдается рассмотрению отраслевых мер государственной поддержки, актуальных вопросов импортозамещения, предоставления субсидий на создание промышленной инфраструктуры регионов. Наверняка будет польза для нашего предприятия. Мы надеемся здесь сформировать связи с представителями новых территорий по реализации и нашей продукции. Предварительно уже с Минпромторгом России и Карачаево-Черкесской республики уже речь вели об этом, была презентация. Темами сегодняшних обсуждений стали промышленная политика региона и инфраструктура, общественные меры поддержки Минпромторга России и его поддержка внешней торговли, стандартизация и техническое регулирование, а также цифровая маркировка товаров. Кульминацией лично для меня станет подписание соглашения между Минпромторгом Чеченской Республики и Корпорацией развития Донбасса на предмет сотрудничества. Мы обсудили с руководством региона о формировании бизнес-миссии, которая посетит новые территории, и мы представим чеченскому бизнесу, предпринимателям те инвестиционные возможности, которые есть на территории Донецкой Народной Республики. Учитывая действительно наши дружеские, тесные связи, мы создадим все условия для предприятий Чечни, для их тиражирования, увеличения. По итогам каждой сессии формируется протокол поручений главы Минпромторга, направленных на интеграцию предложений по промышленному развитию территорий в планы и программы действий министерства. Двухдневная программа объединяет около 200 людей, среди которых и представители профильных органов исполнительной власти, субъектов Северо-Кавказского федерального округа и члены бизнес-сообщества. Мероприятие способствует укреплению устойчивого и эффективного взаимодействия Минпромторга России с субъектами в экономической сфере. Мадина Толчиева, Сайт Али Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном идет модернизация водоснабжения. В целях улучшения качества подачи воды в городе будет обновлено 350 километров инженерных сетей. В Байсангуровском районе заняты работой 30 специалистов и 3 единицы спецтехники. Медина Мударова продолжит. На водонасосной станции номер 2 Байсангуровского района вовсю кипит работа. Обновление городского водопровода, замена изношенных труб на новые, установка трансформаторов. По Хилущего 80% Байсангуровский район Лушду и поселок Алды Лушду. Так она по программе «Чистая вода» и Абакаю хуза реконструкция яшпеш. Бар насос его хуза хич. Тахан ожидаемый результат 35-40% энергосбережения. 30 рабочих и 3 единицы спецтехники. На участке трудятся работники Мегастрой Инвест. Стараются, не покладая рук, для того, чтобы выполнить все в срок и обеспечить население качественной питьевой водой. На данный момент они заняты заменой старых насосов на новые. Сейчас по мере нарастания населения есть необходимость дополнительных насосов у нас. Мы сейчас работали на нормах старых, советских времен еще. Сейчас население прибавляется и приходится усиливать это мощности. Раньше у нас было 6 насосов, сейчас
планируется 8 насосов установить. В данный момент установили 2 насоса, остальные на подходе. Внедрение новых технологий позволит значительно повысить качество питьевой воды и сократит потребляемую электроэнергию. Завершить работы планируется в мае этого года. Также на территории участка строится станция водоподготовки, очистки и хлорирования. С помощью насосов станция будет разбавлять воду гипохлоридом для ее обеззараживания. И уже оттуда в дома будет поступать чистая вода. Подобные работы ведутся по всему городу за счет заемных средств инфраструктурного бюджетного кредита. Они запланированы на всех объектах водоснабжения. И ведется большой объем работы по модернизации, реконструкции системы водоснабжения, водоотведения. В частности, это замена ветхих водопроводных сетей свыше 140 километров, строительство и реконструкция канализационных сетей свыше 20 километров, а также ведутся работы по модернизации и реконструкции насосных станций, канализационных станций, и ведется работа по строительству одного биоочистных сооружений и реконструкции существующего очистного сооружения. В рамках национальных проектов уже не первый год качественно и ответственно ведется капитальный ремонт, благодаря чему водоснабжение осуществляется в бесперебойном режиме. Медина Мударова, Саидали Ампукаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. По инициативе Министерства транспорта и связи проезды для школьников на общественном транспорте бесплатны, если ученик покажет водителю оценку 5 в дневнике. А сделано это, чтобы стимулировать подрастающее поколение к получению знаний. Репортаж Адама Магомедова. Ирса Нургалиева обучается в 3 классе 48-й школы. Девочка всегда старается получать самые высокие оценки и быть отличницей, в том числе по родному языку и литературе. Благодаря своим стараниям теперь она может бесплатно ездить в любой маршрутке. Достаточно только показать при выходе дневник с 5 по 2 предметам. Ребята готовы стараться, ведь теперь они могут отложить карманные деньги на другие расходы. Учителя и руководители благодарны инициаторам создания акции, Министерству транспорта и связи региона. Сейчас появился стимул для наших учеников получить 5 и бесплатно проехать на общественном транспорте. Я думаю, что повысится активность в изучении чеченского языка. Акция проходит во всех школах региона и продлится до конца текущего года. Мы все надеемся на то, что наше подрастающее поколение проявит в этом усердие и будет учиться на отлично, поднимет и интерес, и любовь к своему родному языку. Год родной речи объявлен главой региона Рамзаном Кадыровым и охватил множество организаций, поскольку в его сохранении и популяризации заинтересована вся нация. Во всех школах республики к году чеченского языка подготовлен специальный план работ. В него входят различные мероприятия, которые проведут по ходу 2023-го, ввели открытые уроки, видеопрезентации по родному языку. И кроме того, с начала года дети обучаются по новым учебникам с улучшенной программой. Адам Магомедов, Шейх Мансур Малатов, Вести, Чеченская Республика. В столичном ресторане «Метелица» состоялась презентация книги эксперта, колориста международного уровня Дианы Мусаевой. В ней подробно описывается одна из важнейших частей деятельности любого стилиста – умение правильно работать с цветом волос под запросы любого клиента. Подробнее Амина Тупилагова. Было очень много разочарований, было очень много падений, но каждый раз я вставала и говорила себе: ты сможешь. Ее путь в бьюти-сфере начался 24 года назад. В регионе же она трудится на протяжении 10 лет. Начинала с нуля, имея 10 тысяч рублей и безграничные амбиции, доказав тем самым на своем примере, что человек способен достичь многого, просто искренне любя то, чем занимается. Я могу отработать целый день, простоять, не садясь, 12 часов. 13 часов. И когда ты показываешь тот труд и ту всю красоту, разворачиваешь своего гостя к зеркалу и видишь его глаза, свечи, вот это счастье, его эмоции, ты не чувствуешь усталость. Ты понимаешь, что ты занимаешься любимым делом. И тебе хочется дальше обучать, делиться, вдохновлять, что мы и делаем. Колористика – это фундаментальная наука о цвете, без которого сегодня не обходится работа практически ни одного мастера по волосам. Диана Мусаева последние 10 лет своей трудовой деятельности кропотливо собирала информацию в учебное пособие, впервые созданное и изданное мастером с Северного Кавказа. Данный учебник позволит
нулевому ученику научиться правильно создавать цвет, создавать красивое окрашивание, а также по этому учебнику можно обучать, то есть делиться в дальнейшем знаниями. Огромное спасибо нашему главе, который нам позволяет работать и создавать такую красоту в нашей республике, дает нам возможности расти и развиваться. В честь презентации книги состоялся настоящий праздник, в рамках которого гостям был показан мини-фильм о становлении Дианы на выбранном ею поприще. Далее шеф-повар ресторана презентовал свое коронное блюдо – настоящий плов, а также для присутствующих выступали популярные исполнители. Я очень рада участвовать как организатор данного мероприятия, быть организатором, быть частью. И я рада, что Диана доверила мне свой важный день. Это большой успех для Дианы, она большая умница, я ей горжусь, так как я вообще... Бывает в радость, когда вот чеченки добиваются чего-то. Диана большая умница. Разделить радостное событие с Дианой прибыли многочисленные гости. Я хочу Диане пожелать дальнейших успехов и хочу сказать, что меня очень впечатлил ее вот именно ролик, ее становление как личности. И это очень хорошее начало, мне кажется, для любой девушки, которая хочет чем-то заняться. В числе гостей также были и топовые бьюти-мастера из солнечного Дагестана, которые приехали поддержать свою коллегу. Сегодня очень важный, очень долгожданный день в жизни Дианы. Огромный труд, очень много лет, очень много сил, энергии, эмоций было потрачено на то, чтобы мы сегодня все здесь собрались и имели возможность поздравить ее с этим событием. Она молодец, у нее была цель, и она к ней пришла. Я думаю, она еще не раз нас приятно удивит. Диана большая молодец. Пришла ее поддержать сегодня. Посмотрев ее видео, прослезилась. Огромная умничка, Диана. Процветание тебе во всем. За уверенными в себе женщинами, которых мы видим, чаще всего скрываются хрупкие девочки, которые, невзирая на все трудности, шли к своей мечте. Диана Мусаева с 14 по 19 марта единственная будет представлять Чеченскую Республику и весь Северный Кавказ на всероссийской премии Beauty Vision, которая пройдет в Дубае. Талант всего лишь малая часть успеха, но если умножить его на усердие, результат превзойдет все ожидания. Диана Мусаева прошла нелегкий путь в сфере красоты, своим трудолюбием заслужив любовь и уважение окружающих. Амина Тупилагова, Сайт Амин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.